Первый ящик для голосования за общественные территории в Сыктывкаре устанавливают в администрации. Рядом со специальной урной бланки с краткой анкетой. Заполнить ее может любой горожанин. Все, что нужно сделать, поставить галочку напротив общественной территории, которая больше других нуждается в благоустройстве. В списке 8 пунктов. Площадка перед зданием центрального бассейна, Соборная площадь Свято-Стефановского собора, Стефановская площадь, пешеходные зоны, скверы и парки. Первая проголосовавшая студентка Анна Рудак. С выбором определяется быстро. Парк имени Кирова – это такое сердце нашего города. Сейчас он и так находится в красивом состоянии, но если он станет более уютным, более комфортным для того, чтобы там можно было гулять, то жители города, я думаю, что скажут спасибо Сыктывкару. Решения жителей будут приниматься до 9 февраля. После завершения сбора предложений по каждой из выбранных общественных территорий подготовят дизайн-проекты. Получившие наибольшую поддержку начнут реализовывать уже в этом году. До 16 февраля комиссия должна подвести итоги по выбору этих территорий. В последующем будет второй этап, где будут гражданам по выбранным территориям предложены дизайн-проекты, по которым будет производиться выполнение работ той или иной территории. Поэтому два этапа. Завершающий этап – это 18 марта. Такие же урны для голосования появятся в торговых центрах, домах культуры, спортивных комплексах и других самых посещаемых местах. Только в Ухте организовано 11 точек. Всего же в госпрограмме, инициированной президентом Владимиром Путиным, в этом году участвуют 45 населенных пунктов в Коми. На реализацию проектов выделено 188 миллионов рублей. Помимо этих средств на благоустройство городских парков в Воркуты выделено 10 миллионов рублей. Столица мира в прошлом году уже отличилась. Единственная в Коми получила федеральные средства в размере 16 миллионов рублей не только на дворы и парки, но даже на покраску фасадов зданий. И в Воркуте уделили внимание. Представляете, за 30 лет говорильни, а в 2017 году Воркута по благоустроенности заняла 3-е место в России. Можете себе представить. А наши усилия были отмечены, и республика вошла по темпам благоустройства и заняла 4-е место в стране. По итогам 2017 года социально-экономическое развитие республики мы занимаем 16-е место. А в 2015 году 53-й. Вы сами понимаете, что есть темпы, которыми мы, в принципе, сегодня движемся вперед. Очень важно, чтобы люди включились сами в борьбу за то, чтобы города стали красивыми, интересными и современными. Потому что это невозможно делать только из чиновничьих кабинетов. Это общая задача. Ну, вот звучит общероссийский же это проект. Да, во всех городах, которые там больше 1000 жителей, везде эта программа работает. И вот сегодня мы из федерального бюджета в этом году выделили 25 миллиардов, а если говорить вместе с софинансированием со стороны субъектов Российской Федерации, то там уже больше 42 миллиардов. По словам руководителя Минстроя страны, программа, которая стартовала в 2017-м, оказалась успешной. И по инициативе Владимира Путина будет продлена на 5 лет. Правительство России, к слову, впервые помогает субъектам в решении вопросов благоустройства. Таисия Жакова, Олег Жуковский, телеканал Юрган, Сыктывкар.